Ассаламу алейкум, зрители. Приветствую всех. Сегодня у нас третий выпуск подкаста «Поговорим». Сегодня будем говорить о дизайне. Сегодня у нас в эфире Тамерлан Азиев, UI-дизайнер. Он работает в международной компании Accenture. И Урусхан Сампиев, основатель, владелец ингушского онлайн-сервиса по доставке продуктов питания Walmart. Наверняка многие слышали о нем. Сегодня будем говорить о дизайне. Так, как вы слышите, Тамерлан, Урусхан, нас нормально? Да, хорошо слышно. Да, слышно, нормально. Окей. Сегодня будем говорить о дизайне. Мы будем говорить о том, какие направления существуют в дизайне, что делать тем, кто хочет освоить дизайн. Как раз Урусхан у нас начинающий дизайнер, он поставил себе цель стать профессиональным дизайнером. Нельзя, конечно, сказать, что он прям совсем начинающий, потому что он во время того, как работал со своим продуктом Walmart, часто исполнял роль дизайнера. И на основе опыта Тамерлана, который сейчас работает уже в зарубежной компании, находится за рубежом, мы будем разбирать его опыт, показывать, объяснять, по какому пути нужно двигаться, чтобы добиться таких же или еще больше успехов. Вообще, мы часто упоминаем это слово дизайн. Многие слышат у нас в сообществе про то, что дизайн очень востребован, изучайте дизайн, но многие не понимают, что это вообще дизайн, что за дизайн такой, дизайн чего. И как раз хотел привести небольшую историю смешную. Как-то мы сидели с коллегами в кафе и сидели, обсуждали дизайн и еще обсуждали редактор для программистов, он назывался WebStorm. И кассирша, когда рядом, она вылавливала какие-то слова, и когда мы уже расплачивались, она спросила: «Футбол хуаш бір?» спросила. Мы говорим: дизайнеры. Дизайнеры чего? Штор, что ли? Она услышала PHP Storm и подумала, что мы дизайнеры штор. Поэтому... Это было совсем не так, я расскажу свою версию. Давай. Мы вообще-то в их глазах были стоматологами первый раз, а потом уже это было дизайнеры штор. Но в любом случае, и в том, и в другом случае смешно было, да. Да. В общем, хотелось бы, чтобы Тамерлан рассказал вообще, какие направления существуют. И Урусхан сегодня будет устами начинающих рассказывать, с какими вопросами он сталкивается, когда он начинает изучать дизайн. И всем будет как раз-таки интересно через Урусхана узнать, задавать вопросы. В общем, Тамерлан, расскажи, пожалуйста, вообще, какие сегодня существуют популярные, востребованные направления в дизайне? Что лучше изучать? Ну, в моем направлении текущем я сейчас варюсь в визуальном дизайне. Есть много подразделений даже в моем направлении. Что уж говорить касательно вообще всего общего термина дизайн, направлений различных и подразделений очень много. Поэтому я не буду, допустим, перечислять все, что существует, как бы все направления. Но в общем, как бы со своей перспективы, то, что я вижу из смежных профессий и из направлений визуального дизайна, попытаюсь рассказать. В общем, опять же, как я сказал, я работаю в визуальном дизайне. Есть наши коллеги, которые делают
тот же самый продукт, над которым мы работаем. То есть у меня визуальный дизайн в основном касается веб-сайтов, приложений, каких-то интерактивных скринов и так далее. Есть те, которые делают UX. UX – это User Experience, то есть в переводе с английского пользовательский опыт, и они больше как бы делают дизайн этого самого пользовательского опыта, чтобы он был максимально лучшим, то есть сам опыт использования был максимально как бы эффективным. Взаимодействие пользователя с дизайном было максимально удобным, да? Да, и тот же самый UX, там есть свои разделения, то есть даже, может быть, это не подразделы UX, а то, что рядом с UX стоит, это сервисный дизайн, также Customer Experience дизайн. Сервисный дизайн отличается от UX тем, что UX фокусируется на пользовательском опыте определенного продукта. Допустим, это какое-нибудь приложение, там, не знаю, еще что-то. Что же касается сервисного дизайна, то они не фокусируются на одном канале продукта, а как бы омниканальность, так называемую, учитывают. То есть это может быть и офлайн, это может быть что-то, какие-то решения в бизнесе. Процессах. Да, ну, то есть это более такое широкое понятие сервисный дизайн. Опять же, не будем слишком глубоко в это уходить. В общем, есть вот это направление, которое отвечает за, так скажем, будет очень грубо, но в общем это, можно сказать, логика. А визуальная часть, мы уже в свою очередь подразделяемся на тех, которые делают user interface дизайн, то есть дизайн пользовательского интерфейса. То есть наша задача в том, чтобы взаимодействие именно с конкретными, с внешней оболочкой приложения была максимально удобной и в то же время приятной. Интерфейсы, имеются в виду интерфейсы любые, неважно, будь это компьютер, приложения, какие-нибудь там стенды, электронные часы и так далее. В моем случае любые, да. Но бывает как бы дизайнер, который фокусируется только на каком-то определенном виде интерфейсов. Допустим, есть направление гейм-дизайн, люди, которые фокусируются на дизайне интерфейсов игры. Но опять же, может быть, они даже имеют как бы свое отдельное направление, потому что у них своеобразная специфика. То есть они могут не только дизайнить интерфейс игры, там кнопки, там еще что-то, но и там дизайнить уровни какой-то игры, то есть более такие специфичные вещи. В общем, вот в нашем направлении user interface дизайн, это понятно, то есть те, которые именно отвечают за внешнюю оболочку сайта или же приложения, или еще что-то, или еще чего-то. И тут, опять же, важно понимать, что наша цель не просто сделать красиво, чтобы там людям нравилось, потому что даже вот понятие красоты довольно субъективное. Кому-то это кажется красивым, кому-то нет. В больших продуктах сейчас в основном как бы фокус идет на эффективности. Да, поэтому... многие думают, что дизайнер он обязательно должен быть художником, но на самом деле это не так, да? Да, дизайн – это вообще вот само понятие дизайна, это когда ты создаешь что-то, и дизайнеры, они призваны решать какие-то конкретные проблемы и достигать какие-то задачи решать. И отличие дизайнера от артиста, какого-то визуального артиста или же художника в том, что художник,
у него самоцель – это создание чего-то красивого или Творческого. творческого, да. В то же время у визуальных дизайнеров цель в том, чтобы достичь какие-то так называемые KPI у продукта. То есть в случае приложения это будет то, чтобы у пользователей не было каких-то проблем с использованием, чтобы они смогли там купить, допустим, через это приложение там продукт или Ну еще смотри, что-то. UI-дизайнер, он же не только отвечает за удобство, он же все-таки еще отвечает за красоту, то есть чтобы Да, интерфейс он был приятным. вот такая как бы баланс между красотой и функциональностью. Это то, что вот это является как раз-таки примером. Вот если посмотреть на продукцию Apple, у них они стараются придерживаться баланса между красотой и функциональностью. У них никогда не найдешь продукт, который будет каким-то функциональным, но при этом он какой-то бездушный. То есть вот этот подход, я думаю, самый оптимальный. Понятно, но основные направления ты, наверное, уже перечислил, да, или еще какие-то остались? Ну, еще есть дизайн интерьеров, индустриальный дизайн. Опять же, под визуальным дизайном есть графический дизайн. Люди, которые работают именно над... Но опять же, вот все эти фразы, они очень как бы гибкие, по-разному применяются. Вот графический дизайн можно понять как те, которые делают логотипы, фирменные стили в узком понимании. Но также графический дизайнер может быть в общем визуальным дизайнером. То есть там все настолько запутано. Или иллюстратором. И иллюстратором тоже, кстати говоря. Или же тот, который отвечает за какие-то коллажные работы в фотошопе, тоже может быть графический дизайн. Либо какие-нибудь плакаты, листовки, баннеры, которые выходят за пределы и цифрового дизайна. В принципе, вот графические дизайнеры, они задолго до появления цифрового дизайна. Да, вообще сегодня есть такой тренд, какие-то заумные фразы использовать в своих профессиях. То есть каждый хочет, чтобы его назвали не просто веб-дизайнером каким-нибудь или просто дизайнером, а чтобы он был там, не знаю, interaction, digital transformation, что-то такое, там, дизайнер. У нас в Ингушетии любят такие должности длинные, с длинными названиями. Вот то же самое, наверное, желание. Хорошо, тогда я хотел бы сейчас с Урусханом поговорить. Напомню, что у Русхана есть онлайн-сервис, называется Waymart, очень популярный в Ингушетии. И, по моему мнению, очень своевременный, потому что в последнее время интернет-покупки и вообще проникновение интернета и интернет-покупки, они стали пользоваться большой популярностью. Урусхан начинал, вот как раз очень хороший пример того, как человек ставит себе цель и идет до конца. И мне кажется, сейчас Урусхан уже приблизился к желаемой цели. И Урусхан, когда начинал, как раз-таки хочется отметить, что Тамерлан тоже участвовал в дизайне сайта и логотипа. Потом в процессе Урусхан уже ставил себя на роль дизайнера и обновил дизайн сайта и делал многие дизайнерские такие работы на сайте и впрочем. Не имея дизайнерских навыков, у него получалось достаточно хорошо. И сейчас он задумался, почему бы мне не освоить профессиональный дизайн, если у меня это хорошо получается, и идти в этом направлении.
Урсхан, я хотел бы у тебя спросить, вот ты сейчас начинаешь, с какими трудностями ты столкнулся перед тем, как начать, какие вопросы перед тобой стали? Ассаламу алейкум всем, кто нас слышит. Меня хорошо слышно, Альберт? Чуть-чуть тихо, но я думаю, нормально. Я не знаю, может быть, Вот микрофон. сейчас лучше, да, сейчас лучше. Лучше, да? Ага. Да, сейчас лучше. Хорошо. Да, на самом деле я начинал как бы работу с дизайном, взаимодействовать с дизайном именно со своего продукта. Да, действительно, как сказал Тамерлан, сделал один дизайн, и я как-то поймал, может быть, вот эту нить, и дальше как-то тоже попробовал его обновить. Дело в том, что в то время сайты делались, некоторые сайты были адаптивные, некоторые были по старинке, вот под десктоп. И мне дизайн Тамерлана очень нравился, но была потребность сделать именно адаптивный сайт под мобильные приложения. Да, и я попробовал это сделать, и ну, по мнению самого Тамерлана, у меня получилось достаточно неплохо. Я ему тут показывал, он как бы свой отзыв оставил. И в дальнейшем, да, в своем проекте задачи, связанные с дизайном, я брал на себя и как-то старался, но не углублялся в это профессионально. То есть интуитивно делал какие-то вещи, не основываясь на каких-то теоретических знаниях или еще о чем-то, интуитивно. Кстати говоря, извиняюсь, что перебиваю, просто для меня это был второй или третий проект за вообще мою карьеру, поэтому это был такой хороший опыт в самом начале. И я, можно сказать, на такой стадии нахожусь сейчас. И, да, я начал, да, поставил себе цель профессионально освоить дизайн. Уже в дальнейшем, может быть, я решу профессионально заниматься этим, оказывая услуги или работая в компании, или же, может быть, в своем проекте, в своих проектах, значит, свои профессиональные навыки использовать. Как раз хотел отметить, уже сам пока не забыл, вот очень есть такой тренд, очень часто дизайнеры в итоге уходят в какой-то бизнес, запускают свои стартапы. И связано, это, по моему мнению, с тем, что дизайнер, работая с дизайнами, он практически с каждым новым проектом ему приходится изучать чей-то бизнес. И на выходе через какое-то время у него вообще складывается вот такое понимание, как вообще строить бизнес. Он уже бывает подготовленным. Поэтому тоже очень хорошая возможность для дизайнера в будущем стать бизнесменом. Да, я в том числе и об этом и говорил, что для чего мне это нужно. В том числе для того, чтобы понять, как работают над продуктом там, в больших компаниях, не просто над дизайном, там же взаимодействие там, всех всяческих направлений, каким образом создаются большие продукты, как они работают над дизайном этого продукта, освоить этот опыт мне стало очень интересным, и действительно задался целью, и, можно сказать, с начала этого года я начал как-то уделять этому время. Дело в том, что я отхожу от управления проектом Weimar.ru, и, можно сказать, у меня появляется очень много свободного времени, которое я все буду уделять изучению дизайна. И какие, вот ты сначала вопрос задал, с какими сложностями? Наверное, сложность именно с какой стороны подойти к этому дизайну. Вот, мне кажется, у многих дизайнеров, начинающих, вот, в этом сложность какая-то неизвестность. С какой стороны, как это... Какое направление именно в дизайне? Интерфейсы, UI. То есть дизайн интерфейсов, но и как ты говоришь, приходится изучать не то, что дизайн, но весь бизнес приходится изучать, если ты над каким-то кейсом работаешь, поэтому туда на дизайне завязано очень много, мне кажется, вещей. Он должен изучить, в принципе, специфику бизнеса,
Да, и продукты. И, конечно, здесь же и UX, в том числе я себе ломал голову на проекте vmart.ru, каким образом мне стоит там ту или иную кнопку настроить, там какие-то такие вещи, какие были бы удобны для пользователя. И очень многие пользователи отмечали как бы удобство, то есть это было оправдано то, что я там над этими вещами думал. Многие отзывались, потому что удобно, да, там пользоваться сайтом. И именно сложности, когда ты пытаешься заняться, там, освоить профессиональным, бывает сложность именно с того, с чего начать. Как все? Ну, вроде как строить, рисовать, пользоваться программами умеешь, а вот думаешь, как начать. Действительно, для меня этот вопрос остается открытым до сих пор, но, как ты сказал, возможно, как на примере Тамерлана, который уже профессиональный дизайнер, работает в крупной международной консалтинговой компании, и как бы я, дизайнер, начинающий свой путь, можно такой эксперимент сделать, если я, допустим, сейчас начинающий и ставлю себе цель, я могу о своем опыте рассказывать, то есть время от времени рассказывать, там, на какой стадии, там, рассказывать об этом, может быть, в этих подкастах, в Да, блогах, вообще было бы здорово, очень. и чтобы как бы некий такой живой журнал, где могли бы отслеживать путь. Я могу откровенно Да-да-да. рассказывать о том, что с какими сложностями, кейсы, там, допустим, я вот несколько кейсов для себя взял, но конкретно за один взяться не могу, я с одного на другой переключаюсь и одновременно 3 делаю кейсы не каких-то заказчиков, а я беру там, допустим, сделать интерфейс, концепт, интерфейс какой-нибудь, беру какой-нибудь интерфейс, там, заказ авиабилетов, да, допустим, и пытаюсь что-то новое привнести, не просто там пририсовать. Мне кажется, дизайн это в первую очередь, как я, человек, который занимается там бизнесом, я считаю, что в первую очередь дизайн должен решать бизнес-задачи. Как Тамерлан сказал, что человек зашел на сайт и как-то интуитивно и смог купить то, что ему нужно, то есть воспользоваться этим сервисом, если это там интернет-магазин или там, другой. Поэтому, исходя из этой логики, дизайн должен решать, как мне кажется, бизнес-задачи. Но я готов свой опыт, который я там прохожу, делиться этим, рассказывать зрителям, какие новые навыки, какие вещи я освоил. Я, допустим, читаю книгу про дизайн, про теорию, каким образом интерфейсы устраивать, как это делать быстрее. Вот еще одна сложность, кстати, с которой я столкнулся, это, Альберто тоже это говорил, так называемое застревание, когда застреваешь на одном месте. И в этот момент, мне кажется, если есть какая-то программа, некий такой набор действий, последовательности, да, что и когда, как делать, тогда ты не будешь застревать в каких-то вещах, когда ты пытаешься какую-то штуку нарисовать, какой-то элемент интерфейса, и очень много времени на это тратишь, пытаясь это бесконечно это переделывая, не понимая, как это должно быть в итоге. А это может быть там миллион разновидностей одного и того же, что выполняет, по сути, все эти варианты будут выполнять одну и ту же функцию, в конце концов, там, не знаю, добавить в корзину. Но есть такое, не знаю, у кого как, но у меня есть такое, что застреваешь бесконечно, ты там перебираешь варианты с цветами, с там, какие-то отступы, какие-то вот эти вещи. Мне кажется, вот это надо очень быстро преодолевать, не пытаться делать сразу какой-то идеальный вариант. Надо сначала завершить кейс, как получится, а потом уже браться за следующий. И уже там уже автоматически у тебя произойдет прогресс. Это мое как-то то, что я за собой замечал, скажем так. Да, действительно, когда делаешь какую-то работу, не нужно стараться
бесконечно доводить эту работу до идеала. Ты делаешь, как получается сейчас, здесь и сейчас, и заканчиваешь этот проект, и потом начинаешь следующий. Уже на основе полученного какого-то опыта ты делаешь еще лучше. И важно, чтобы то, что ты делал вчера или месяц назад, чтобы тебе это не нравилось, чтобы ты смотрел на это и думал, что же я такое нарисовал, это ужасно. Если ты будешь вот так каждый раз думать, тогда это означает, что ты прогрессируешь. Тамерлан, да. Хотел бы просто добавить, несколько интересных вопросов поднял Урусхан, и хотелось бы как-то адресовать что-то из этого, потому что это звучало больше как вопрос, в котором пока нет ответа, и может вот эта информация тоже поможет касательно тех моментов, когда застреваешь, допустим, и не знаешь, как двигаться дальше. Любую большую задачу, допустим, если задача заключается в том, чтобы нарисовать дизайн для интернет-магазина, и ты находишься на странице какой-то и пытаешься между там 10 вариантами выбрать какой правильный, да? Любую задачу следует разбить на мелкие подзадачи, и эти подзадачи должны следовать один за другим, одна за другой, чтобы если ты сделал решение на первом шаге, чтобы это решение уже дальше влияло на твое следующее. Поясню на примере. Допустим, когда только закладывается визуальный язык для сайта, следует сразу же определить, какой цвет бренда будет. И это уже делается в соответствии со стратегией там, бренда, с языком, то есть там уже свой ресерч делается, но суть в том, что определяется в начале палитра цветовая. Дальше по ходу дела это можно подправлять, там еще что-то, но ты уже себе сделал какую-то базу. Затем определяешь также базу в типографике, то есть полностью ставишь иерархию всех шрифтов, там, всех стилей и так далее. И так касательно всего отступы ставишь себе правила. Эти правила ты можешь со временем изменять, но суть в том, чтобы у тебя была последовательность во всех дизайнах. И если ты меняешь где-то, то везде изменится все. Таким образом работают над большими продуктами, то есть закладывают основы, а затем шаг за шагом, уже следуя за этими основами, делают решения. И еще касательно того, допустим, именно как, где, что расположить, особенно когда ты только начинаешь закладывать стиль, тут уже помогает больше знание теории композиции, теории типографики, и уже умение применять это. То есть это уже какие-то знания, которые из книг, из видео и из практики можно получить. И, в принципе, еще последний момент. Очень полезно сравнивать свой продукт с лучшими примерами из бизнеса. Если это приложение, допустим, телекоммуникационное приложение, проверяешь все мировые приложения, которые этим занимаются, и смотришь, как они решают эту задачу. Это очень сильно ускоряет твою работу, потому что они, по сути, все решения уже практически сделаны по UI. Нужно просто знать, какой применить где. Слишком долго я разговаривал насчет этого, но Нет, это очень полезная информация. Ты ответил на все вопросы, которые по ходу у меня возникали в голове. Предлагаю немножко ответить на вопросы из чата. Вот Арчаков блог это Хаваш спрашивает, нужно ли программисту знать UI-дизайн? Как ты думаешь? Я думаю, ты лучше это даже можешь сказать, потому что у тебя есть опыт и в программировании, и в верстке, и в дизайне. Я бы сказал, что
программист, если будет знать UI-дизайн, это очень большой плюс, но это не обязательно, потому что, в принципе, ну, UI-дизайн для программист может быть полноценным таким самодостаточным профессионалом, который может обходиться без дизайнеров, если он будет знать какие-то основы UI-дизайна, и если перед ним стоит задача разработать такой ну, не очень сложный сервис. И, во-вторых, программист, если он будет работать с каким-то дизайнером в команде, ему будет легче разговаривать с дизайнером, они будут говорить на одном языке. Также, опять дальше идет второй вопрос, нужно ли дизайнеру знать HTML-верстку и какие-то тонкости из программирования. То же самое, это не обязательно, но очень желательно. Дизайнеры, которые знают HTML, ценятся намного больше. Ну, не знаю, не намного больше, но больше в компаниях, потому что дизайнер будет разговаривать на одном языке с верстальщиком. Он будет знать требования верстальщика, что ему нужно, и работа будет идти намного быстрее. В общем, я думаю, мы ответили на этот вопрос. Предлагаю перейти к следующему вопросу, быстро рассказать вообще, с чего надо начинать изучение дизайна. Человек сегодня задался вопросом, он сегодня решил, я хочу стать дизайнером. Стоит ли ему идти сразу изучать, записываться на какие-то платные или бесплатные курсы, либо ему стоит подготавливаться к курсам, осваивая какие-то материалы, находя их в интернете и так далее. Тамерлан, что ты скажешь? Ну, это зависит от самого человека, насколько он любит сам копаться в интернете, находить что-то, насколько он умеет отсеивать правильную информацию от неправильной. Если человек такой достаточно как бы юркий в этом плане, я думаю, что он может сам изучить все. То есть есть книги, которые закладывают тебе основы, прям, которые необходимы в любом направлении дизайна, вне зависимости от того, над чем ты работаешь. Затем есть какие-то практические применения. Опять же, можно найти кучу уроков для каждого направления в этом практическом применении. Но сложность этого подхода в том, что придется тратить время на то, чтобы, во-первых, выстроить себе дорогу, потому что в дизайне интерфейсов, допустим, есть очень много разных подразделов, и нужно самому знать, что нужно изучить. Будь то это сетки, типографика, цвет, какие-то анимация и так далее. То есть ему нужно выстроить себе план, и под каждой категорией он должен сам находить полезный материал. И да. Вот отличный пример того, как с нуля начал изучать дизайн. Это Назир Гитагазов, он с нами работал в студии. Как раз-таки, когда он начинал, Тима подтвердит, он сначала как раз-таки пользовался какими-то материалами для введения, для того, чтобы понять вообще, что такое дизайн. Он просто пользовался какими-то статьями, видеороликами в Ютубе. И потом уже пошел, записался на курсы, на Skillbox, кажется, на UX-дизайн. И за год он, пройдя эти курсы, уже вышел на хороший такой уровень, при котором он устраивался в различные компании, работал. Обычно, когда кто-то начинает дизайн, я ему скидываю книгу «Дизайн для недизайнеров» называется. Эта книга по качеству не самая лучшая, то есть там не разбираются все важные, самые важные моменты, но там разбираются прям самые основы, то есть типографика, композиция, цвет.
Я ее скидываю для того, чтобы узнать, интересно ему или нет, потому что если человек дочитывает эту книгу до конца, значит, значит, ему интересно. Если ему не хватает терпения просто вот эту книгу дочитать, значит, он не сможет дальше продолжать. Вот Назир как раз, когда я ему эту книгу скинул, через, там, не знаю, несколько дней приходит и говорит, я ее прочитал. И тогда я уже понял, что он, иншаллах, добьется успеха. Да, кстати, это очень важно. Усидчивость, умение заканчивать начатое, будь это книга, будь это курсы, нужно обязательно, если ты начал, нужно до конца идти. У многих проблема, что сегодня загораешься, ты начинаешь что-то изучать, а завтра у тебя уже нет настроения. Нужно просто себя дисциплинировать и поставить для себя такой график определенный, при котором ты должен уделять это время стабильно. Через «не хочу», пусть сегодня тебе лень, и ты не хочешь, но ты должен понимать, что все равно надо это делать. У нас в чате еще вопрос. Хонг спрашивает, сильно ли отличается веб-дизайн и гейм-дизайн? Ну, я думаю, что основы в обеих направлениях одни и те же. То есть что в этом же, что в другом направлении ты должен знать основы композиции, ты должен знать теорию цвета или же типографику, потому что это основные инструменты, которые используются для передачи данных и тут, и там. Но касательно отличий, там есть, конечно, свои отличия, и довольно сильные, я бы сказал, потому что у гейм-дизайнеров как бы сфера вообще сама совершенно отличается, и поведение пользователей в играх тоже сильно отличается, и то, чего они хотят достичь и так далее. В интерфейсах обычных, там, приложениях или сайтах люди не заходят туда для того, чтобы там как-то повеселиться, они хотят там по-быстрому что-то сделать, получить информацию, купить что-то, еще что-то. Поэтому детально касательно геймдизайна мог бы ответить кто-то из команды Intensiben. У нас есть геймдизайнеры хорошие, Ингушетии, да, кстати. Адам Костоев, например. Да, надо будет как-нибудь в следующих выпусках с ними поговорить насчет этого. Тоже интересная тема. Я сюда в чат скинул ссылку на статью на сайте интернет, с чего начать изучение дизайна. Может, кто-то еще не видел, но там мы собрали рекомендации, ссылки различные на курсы, на какие-то материалы. Думаю, тоже будет полезно почитать. Как ты думаешь, Тамерлан, может ли вообще любой человек стать дизайнером? Или у человека должны быть какие-то с рождения какие-то качества, которые не у всех они есть? Или, в принципе, любой человек, который захотел, он может стать дизайнером? Как мы до этого сказали, разница между художником и дизайнером в том, что дизайнер, он более техничный направление, у него больше именно каких-то конкретных задач, а не каких-то вещей, связанных с искусством. И в то время как для там, художника или еще кого-то, наверное, имеет большую роль именно его талант. Для дизайнера скорее это больше интерес. Единственное, что человеку нужен, это интерес и усидчивость, желание изучать. А так кто-то, да, может быть талантливым и быстрее изучать.
но тот же самый талантливый человек, он может быть ленивым, и его обойдет тот, кто менее талантлив, но более усидчиво и упорно изучает. Так, сейчас перейдем к следующему вопросу. Я потерял вопросы. Сейчас, one second. Как ты думаешь, Тамерлан, как раз-таки насчет предыдущей темы я хотел отметить, вот насчет Урусхана. Он же, насчет того, должен ли он обладать какими-то качествами. Урусхан, работая с каким-то продуктом, нашел в себе то, что у него хорошо получается, допустим, рисовать какой-то баннер или интерфейс, будучи вообще не дизайнером, у него никогда не было этого опыта, но он понял, что у него хорошо это получается. Не у всех так получается на самом деле. Может, это связано с какими-то его качествами природными все-таки. Может, если у тебя какое-то творческое воображение, тебе легче освоить дизайн, чем всем остальным? Или всем одинаково трудно или тяжело осваивать его дизайн? Я вообще, в принципе, не очень согласен с тем, что всем людям одинаково легко изучать дизайн. Мне кажется все-таки, что есть люди с аналитическим мышлением, а есть люди с творческим мышлением, с творческим воображением. И как раз-таки творческим людям в дизайне комфортнее, легче, может быть, по причине того, что они могут какие-то у них лучше какие-то образы приходят в голову, какие-то идеи насчет, когда в процессе, когда дизайнер сидит и когда нужно что-то придумать, творческому человеку быстрее и легче приходят какие-то идеи, какая-то изобретательность, что ли. Ты с этим не согласен? Ну, я согласен с тем, что кому-то легче, кому-то сложнее. Просто есть две стороны. Одна сторона это именно вот талант, не знаю, вот предрасположенность, а вторая это интерес и усидчивость. И поэтому кто-то может одним взять, кто-то может другим взять. Если, конечно, человек и то, и другое имеет, то он, скорее всего, будет впереди остальных. Но да, я согласен, что кому-то вот легче дается. Но в то же время, если у человека, допустим, более аналитический склад ума, он может быть UX-дизайнером, может, ему это более интересным будет направление. Поэтому не обязательно именно в UI. Это именно связано с интересом. Если у него есть интерес, наверное, у него и предрасположенность какая-то. Поэтому... Кстати, да, если вопрос стоит о выборе направления именно в дизайне, то человеку с аналитическим складом ума легче будет и лучше изучать UX дизайн. В комментариях пишет, что черемша в горах появилась. Это очень хорошо. Зарплаты в Дубае у дизайнеров какие? Самый интересный, наверное, вопрос, да? Могу, в принципе, раскидать вилку. Да, это очень интересный вопрос для всех, я думаю. Можешь рассказать? Зарплаты варьируются прям очень сильно, начиная с зарплат ингушских, заканчивая там миллионами. То есть сильно зависит от твоего опыта. Иногда, допустим, в компаниях здесь
платят прям мизерные суммы, и в основном это бывают выходцы из Индии, Пакистана, Бангладеша, Филиппин, которых очень много в Дубае. И те, которые только начинают, там пытаются как-то зарабатывать, у них конкурс очень большой, и, соответственно, им очень мало платят именно вот начинающим. Дальше идут, вот если рассматривать что-то более применимое к нам, допустим, человек хочет поехать туда и начать работать. Если у тебя есть уровень достаточный для того, чтобы тебя рассматривали крупные компании, то есть у тебя есть портфолио, ты уже решил немало хороших задач, у тебя, допустим, на тех же сайтах Behance и Dribbble много подписчиков. Это, конечно, не показатель, но все же легко бывает, допустим, выделиться среди толпы, если у тебя там профиль такой. То есть это уже говорит о том, что у тебя портфолио хорошее. Так вот, если такой уровень уже есть, то там можно, начиная с $3000, подниматься. Вот минимум, наверное, вот такая будет зарплата. И соответственно, жить там смысла нет, особенно если человек там с семьей, если у него меньше будет зарплата. Но зарплата поднимается, если, допустим, человек, если это дизайнер senior уже уровня, старший дизайнер, то там, опять же, зависит от того, в какой компании ты работаешь. Допустим, в каких-то мелких компаниях или в средних студиях это может быть что-то в районе $6000, в то время как в крупных компаниях, международных, если, опять же, человек востребованный, то это может быть там около $8000 зарплата. потолок, уже как ты думаешь? Для сеньора, для старшего дизайнера, вот это близко к максимальному. Я думаю, что самый максимум, который сеньор может получить, это $10 000. Именно в дубайских компаниях, которые я слышал, знаю. Но если человек поднимается выше до лида, если он директор или еще что-то, то там зарплаты уже... Директор же, арт-директор ты имеешь в виду или вообще директор компании? Арт-директор, не директор компании, а арт-директор, либо дизайн-директор, бывают такие направления, то там уже зарплаты в 2-3 раза выше, чем то, что я упомянул вообще. Поэтому зависит, опять же, от самого человека, если он предрасположен, опять же, вот здесь уже другой навык, это лидерство. Качество лидерства не у каждого есть. Допустим, у меня нет такой предрасположенности, хотя я знаю, что это нужно учить, развиваться, но кому-то это хорошо дается, кому-то нет. Вопрос, Тамерлан. Как я уже говорил, рано или поздно многие дизайнеры занимаются тем, что создают свои стартапы. Как думаешь, до скольки лет дизайнер может работать по найму в какой-то компании, и когда ему желательно уже задумываться о том, чтобы уйти в какой-то свой бизнес, потому что дизайнер, его ресурсы ограничены, он с возрастом не может так активно работать, как в молодости, и с возрастом, наверное, ему становится тяжелее и тяжелее. Как думаешь, до скольки лет можно работать и когда нужно уходить из компании? Это зависит от того, какой путь человек предпочитает себе выбрать. Я знаю очень большое количество дизайнеров у нас в студии, допустим, которым за 40 и которые вполне себе
комфортно работают, будучи какими-то арт-директорами. И, опять же, как я упомянул, они очень хорошо зарабатывают. Они не чувствуют себя какими-то, как бы, что они истощают свой ресурс там и так далее. Для них это спокойная работа, где они в комфортной зоне продолжают там как бы закрывать проекты. Поэтому, ну, за 50 даже есть у нас, и их немало. То есть чем старше они становятся, они просто обычно, как правило, выше по лестнице А их поднимаются. берут на работу, они до 50 лет работают у вас, или их, в принципе, могут брать уже в таком возрасте на работу, если у них есть опыт? Их как раз-таки и берут в таком возрасте именно для таких управленческих позиций в основном. Ну, это зависит от того, если человек востребованный, то независимо от того, сколько ему лет, он будет работать. Ну, я, если честно, не встречал уже там 60-70 лет уже, наверное. Ну, 60 еще бывают прям вообще в самых таких высоких уровнях встречаются люди. А дальше Да. уже люди просто уходят на пенсию, там свои накопления у них есть, они не переживают. То есть не стоит думать, что в дизайне можно работать только будучи молодым, на истощение, и потом вот нужно обязательно уходить в продукт. Но есть те, которые все-таки не согласны с тем, чтобы каждый день с 9 до 6 работать, и следовать каким-то правилам, которые есть люди, которые любят рисковать, но при этом, если у них что-то получается, то они выстреливают так, что уже могут свою компанию организовать и сами нанимать других дизайнеров. И опять же, кому как. Здесь вопрос от Ильяза Курскиева. Сколько времени примерно нужно среднему человеку, чтобы стать хорошим дизайнером? Хороший дизайнер – это, наверное, синьор, имеется в виду. Как ты думаешь? Ну, синьор не обязательно, я бы сказал. Допустим, если ты хороший дизайнер, меня, допустим, взяли на работу мидлом, ну, как бы на средний уровень. И это для них считалось типа хороший дизайнер, достаточно хороший дизайнер для того, чтобы пригласить из-за границы, сделать тебе визу, там, оплатить дорогу и так далее. Я думаю, что для того, чтобы тебя вот приглашали куда-то, то минимум 3 года нужно упорно работать. А для того, чтобы выйти на работу? Ну, выйти на работу, это уже некоторые могут даже за полгода уже начать зарабатывать. Некоторые, у кого как получается, опять же, ситуации бывают разные, кому-то время больше получается уделить, кому-то меньше. Руслан, слышишь меня? Да, я очень с интересом слушаю. Да, несколько вопросов, которые по ходу возникали, но как-то встревать не хотелось. Очень интересно, конечно, слушать. Одну ремарку сделаю. Вот у меня такой тоже вопрос возник. Можно ли сравнивать работу дизайнера, может быть, с работой художника или там архитектора? Они тоже есть достаточно такого возраста за 50, даже 60, которые непосредственно работают с чертежами, с проектами. Это же тоже очень тяжелая умственная работа. Можно ли аналогии проводить между там, дизайнерами, там, грубо говоря, там, веб-дизайнером и там, художником или архитектором, который тоже... Ну, смотря в каком плане аналогию, в плане того, как они работают или... Нет, именно возрастной какой-то, возрастных каких-то ограничений, о которых мы говорим.
Ну, я, если честно, не знаю касательно возрастных ограничений в других направлениях. Ну и мне кажется, что это примерно одинаково работает и там, и здесь. Да. Альберт, ты хотел что-то спросить? Да, я прошу Да, я прощения. хотел спросить, вот ты, как мой ровесник, мы одного поколения, у тебя есть вообще вот, страх, что вот ты сейчас начинаешь изучать дизайн, что ты или поздно начинаешь, что тебе не хватит времени, и постоянно такие мысли, что нужно быстрее и быстрее осваивать, и что ты не успеваешь. Есть ли у тебя такие мысли? Да, такие мысли возникают, само собой, мне кажется. И это вполне нормально. Да, такие мысли возникают. Вопрос я даже у вас спрашивал по поводу этого. И тоже актуальный вопрос. Вот как поздно, как у нас стоял вопрос, когда заканчивать заниматься дизайном? И другой вопрос, когда начинать? То есть с какого возраста какой-то имеется в виду, когда уже поздно, с какого возраста уже будет, можно считать, что будет поздно начать с нуля заниматься дизайном, тоже вопрос. Но страхи, я могу подтвердить, что такие страхи будут возникать у любого человека, которому за 30, это вполне нормально. Да, на самом деле у меня эти страхи были и в 25, и в 30, и дальше они всегда бывают, всегда кажется, что ты уже слишком взрослый и что можешь не успеть, но на самом деле надо эти страхи отбрасывать назад. И, Тамерлан, хотел бы ты что-то добавить по этому поводу? Единственный момент, есть просто разница между теми, которые, допустим, уже с семьей, там у них много дел, допустим, за 30, там, может, у них дети есть, еще что-то, то, как правило, у них времени меньше бывает, и они могут меньше уделить энергии на изучение и на практику. Если такого ограничения по времени нет у человека, он может считаться таким же, как и тот, кто начинает в начале 20 лет и так далее. Может, даже у него преимущество есть, потому что к такому возрасту он научился правильно усваивать информацию. Ну, в общем, даже если у тебя времени мало, если это для тебя как хобби считается, то есть если бы даже тебе за это не платили, тебе интересно просто самому этим заниматься, как что-то там Да, помимо своей кстати, работы. я прошу прощения, что перебиваю. Да-да. Это действительно, в чем я могу быть уверенным, в том, что мне это действительно нравится, и я получаю от этого удовольствие. Вот, наверное, начинать хоть и в 40, 35, 30, если это как-то человек себя заставляет, это, наверное, будет тяжелее. Если ты от процесса получаешь удовольствие, то Да. это все осваивать легче, и у тебя бывает уверенность. То есть у меня есть неуверенность, но есть и гораздо больше уверенности в том, что как бы у меня получится, потому что, потому что мне это нравится, и я получаю удовольствие. То есть все, что бы ты ни делал, если тебе это нравится, если ты от процесса получаешь удовольствие, то это получится, хочешь или не хочешь, будь это хобби. Я, кстати, могу пример еще один привести касательно дизайна. То есть я профессионально решил освоить дизайн, а именно веб-дизайн, дизайн продукта, дизайн интерфейса. Но также мне вообще любые направления дизайна интересны, и я также на своем личном примере начал осваивать дизайн интерьеров тоже. То есть так, момент совпал, что я в своей квартире начал делать ремонт. И я решил тоже
освоить, ну, уже как хобби, дополнительно, чтобы, может быть, это, в принципе, должно мне помочь и освоение в общем дизайна. И решил как дизайнерский интерьер, так сказать, сделать. Но впоследствии, может быть, я в блоге выложу. Что касается дизайна, как историю рассказали интересно про шторы. Вот мне кажется, что, допустим, если поручить этот дизайн штор, там, условно, Тамерлану, Тамерлан отличные шторы сделает. То есть, мне кажется, дизайнер, он не ограничен, то есть, чем-то, там, каким-то направлением. Мне кажется, если поручить, он любой Да, дизайнер на самом сможет. деле, действительно, если человек изучил какое-то одно направление дизайна, то ему, в принципе, комфортно во всех других направлениях и нетрудно их освоить, потому что какие-то базовые принципы дизайна, они везде одинаковые. Там работа с пространством, цветом, композицией и так далее. Они везде, в принципе, одинаковые. Как Ромка сказал, шторы с чекбоксами. Да, Действительно, шторы будут с дропдаунами и чекбоксами. это самый креативный комментарий на сегодня. Халаш спрашивает, сеньор в Дубае может считаться сеньором? Сеньор в Дубае может считать сеньор в РФ? Наверное, имеется в виду сеньор, как бы они могут сравниться в уровне или нет, да? Да. У нас на работе часто мой как бы карьерный консультант, он когда заходит речь о том, что там кого-то нанимают на работу и так далее, он часто говорит, что, допустим, кого-то пытаются нанять, и он там, допустим, арт-директор, или он там senior, и он говорит, senior у них это middle у нас, или, допустим, арт-директор у них это senior у нас. То есть даже здесь, в Дубае, разные компании, у них этот уровень, который есть у дизайнеров, по-разному воспринимается в зависимости от того, насколько там компания круто делает дизайны и подходит к этому. И также, мне кажется, с Россией нет разницы в том, какая это страна, больше разница в том, какая это компания. Если это какой-нибудь Mail.ru, то я думаю, что senior там и senior здесь, в Дубае, это одинаковый уровень. Возможно, даже в каких-то случаях у нас есть много таких крутых компаний, где в России сотрудники лучше уровнем, чем в Дубае. Но это не всегда, но бывают такие моменты. Ага. Хорошо, тогда я думаю, можно приступить к такому большому вопросу. Вот ты, Тамерлан, ты прошел большой путь до того, как добрался до сегодняшнего состояния или до того, как ты работаешь в международной большой компании. Вот можешь ли ты коротко, поэтапно рассказать, через что ты прошел, как ты вообще оказался за рубежом, как ты вообще начинал сначала, с чего ты начинал, и как ты оказался в зарубежной компании. Еще расскажи, пожалуйста, про конкурс, международный конкурс Awards, и как ты попал в жюри этого конкурса. Хотел бы напомнить, что Тамерлан в этом жюри уже 4-й год, на днях ему продлили еще 1 год, и он до сих пор там числится. Вот многим, наверное, будет интересно услышать на твоем примере, увидеть этот путь с нуля до такого уровня, как у тебя сейчас. Прежде чем я отвечу на этот вопрос, хотел бы быстро ответить на вопрос в комментариях, потому что когда остаются неотвеченные вопросы в комментариях, мне как-то отвлекаюсь от
того, что мы обсуждаем. В общем, здесь был вопрос такой, какие инструменты ты используешь по работе. У меня в основном вот каждый день, что я использую, это либо Sketch, либо Figma для дизайна интерфейсов. Потом для дизайна иконок или иллюстраций Adobe Illustrator или же Adobe Photoshop, в зависимости от того, векторные или растровые иллюстрации. Затем по анимации After Effects. Если анимация быстрая и несложная, то Principle для анимации. Что еще? Но в основном эти инструменты, а дальше, Cinema 4D, если нужно что-то прям 3D-шное сделать из графики. Остальные уже приложения, это уже дополнительное, что-то, то, что помогает там, вот это основной инструментарий. Вот, теперь уже, наверное, быстро попытаюсь пройтись по тому, как начинал. Да, вот расскажи, с чего ты начинал? Ты сразу же начинал изучать UI-дизайн или что-то до этого было? Вообще, я, когда учился в университете, мне не очень нравилось там именно в плане направления, которое у меня там было. И просто мне было интересно, там, не знаю, в игры играть, еще что-то делать. И в это же время мне просто стало интересно направление видеодизайн, motion дизайн. Просто начал делать ролики какие-то. И тогда еще Берд, у него сайт был 06 регион. Он там какие-то ролики делал для этого сайта в After Effects. И я тогда удивлялся, как это вообще возможно. Я думал, что никогда этому не смогу там научиться. Потихоньку начал изучать, и уже это хобби переросло в то, что по знакомствам начали заказывать какие-то ролики. И вот год-полтора я этим чисто занимался, затем наткнулся на графический дизайн. Стало просто интересно. Как раз у нас ВКонтакте была группа «Кавказ Арт» называется. И там я начал участвовать в конкурсах по созданию логотипов. Photoshop тогда я знал, Illustrator, в принципе, был похож на Photoshop. И я даже начал побеждать в некоторых конкурсах, получать за это деньги. И это был большой стимул для того, чтобы продолжать в этом направлении. И вот я двигался по графическому дизайну и motion дизайну, но понимал, что в веб, вообще в UI-дизайне, вот тогда еще начинался этот тренд, там больше крутилось проектов крупных, больше бюджетов было, и заказов больше было на тот момент. И как раз мой двоюродный брат Михаил, он не спросил меня, хочешь или нет, он сразу спросил, сколько тебе нужно денег на создание лендинг-пейдж. И так как у меня не было выбора, я сказал, сколько мне нужно. И тогда это было 3000 рублей. В принципе, для первого заказа тогда для меня это было неплохо. В общем, но тогда уже я не студент был, тогда только закончил. И вот тогда уже понеслось, сделали заказ, клиенту настолько понравилось, что он в матерной форме, но хорошо как-то отозвался о дизайне, то есть ему понравилось, и он таким образом... Клиент кто? Это из Ингушетии какой-то клиент или из... Не, из Ингушетии не стал бы материться. Это Михаил нашел где-то на фрилансе. Русский, да? Да. И тогда уже этот дизайн увидели там
знакомые в интернете, и те же самые знакомые начали заказывать какие-то сайты, приложения. И один из первых как раз был тоже Руслан тогда, когда я сделал вот пару этих примеров, и ему стало известно, что я этим занимаюсь, и в общем, развитие в этом направлении у меня, кроме практики, тогда было в том, что я читал теорию и делал на это акцент. У меня был один знакомый, который работал в крупной компании, один брат очень хороший, Руслан Нуричев. Он мне дал ссылку на английском языке, где полностью весь как бы курс дизайна, который тебе нужно пройти, собран в виде различных статей, то есть ссылки на разные статьи. И одновременно я изучал английский, так как читал материал в основном на английском. И тогда еще в 2013-2014 годах, когда не было доступных курсов, когда не было... На русском языке очень мало было информации. Да, я помню, ты все время сидел, смотрел ролики, какие-то курсы на английском языке на Ютубе, и я удивлялся, как ты можешь понимать, что они говорят, хотя, наверное, тогда у тебя не был такой уровень английского вот таким Кстати, высоким. у меня, я прошу прощения, тоже вопрос насчет языка, наверное, тоже многим будет интересно, как ты, человек, который там за границей работаешь, для тех, кто, допустим, из ребят, которые тоже хотят, может быть, работать на заграничных клиентов, вот уровень английского, да, вот тоже хотелось бы услышать твое мнение, твой опыт, Тамерлан, как ты его изучал и вообще какой уровень английского должен быть, чтобы, ну, скажем, да, работать с иностранными заказчиками. Я думаю, что многим будет вопрос этот интересен. Ну, знание английского это не то, что обязательно нужно иметь для того, чтобы быть дизайнером, потому что я знаю хорошие примеры тех, которые вот неплохо зарабатывают, но в России именно работают. Но знание английского – это большой плюс, жирный плюс, который дает тебе намного больше возможностей в плане развития. Для меня знание английского тогда было скорее единственным способом нормально выйти на уровень дизайна, потому что контента тогда качественного не было. Вот уровень, который у меня тогда был, это было что-то наподобие вот того, кто окончил школу, хорошо понял, ну, в общем, базу, то есть какие времена есть, там, какая-то база слов есть. Но я не понимал, допустим, речь на слух, не воспринимал тогда. Но, допустим, ты хотел что-то спросить? Да-да, я хотел спросить именно, когда ты уже на работу устраивался, какой уровень английского у тебя был? Когда на работу устраивался, это было что-то на уровне того, что я вот мог по работе понять, что от меня требует, и я мог объяснить, допустим, что я сделал там и так далее. Но мне приходилось думать долго, как-то задумываться, допустим, чтобы сказать какую-то фразу. Мне было очень сложно в плане того, чтобы влиться в коллектив, потому что у них были свои шутки, у них были свои разговоры именно бытовые. А по бытовым вещам я практически ничего и не изучал по английскому, потому что, опять же, я его изучал именно для дизайна. Поэтому как бы все равно меня пропустили через интервью, их это устроило, потому что я именно задачи по самому дизайну понимал, я мог нормально разъясниться. Вот. Вот, Тамерлан, мы немножко проскочили этот момент. Как ты, ты остановился на том, что ты начал изучать материалы на английском, развиваться в дизайне. И дальше, что было дальше? Дальше, в общем,
когда я вот начал изучать теорию на английском, вот как раз-таки вот этот курс, если кому интересно, может мне написать, скину этот курс на английском. Хотя он сейчас не такой актуальный, потому что там ссылки, они были там с 2013 года, ну, или 2014. Хотя, опять же, они, кажется, обновились сейчас, не уверен. В общем, вот это знание теории, именно как работать с типографикой там, и так далее, мне очень сильно помогло. И до сих пор даже вот я какие-то методы, которые там узнал, применяю на практике. И мы с Бердом тогда решили открыть студию, сняли как бы помещение в Магасе и начали потихоньку принимать заказы, пытаться как-то себя раскручивать. Мы начали получать заказы от бизнесменов в Ингушетии, которые вот, более-менее понимают, что такое дизайн, которые как бы хотят... Необходимость дизайна. Да, понимают необходимость дизайна. Ну, этот круг, скажем так, бизнесменов, мне кажется, он тот, кто знает кого-то из них, он всех знает. То есть определенная такая, скажем так, каста, или как это назвать, которые подходят к дизайну, к бизнесу не только со стороны там, классического, скажем так, ингушского бизнеса, но и пытаются какие-то вещи использовать для улучшения. В общем, и тогда, опять же, вот пытались развивать свое портфолио. В первую очередь упор на это был. На Behance и на Dribbble вот есть платформа, которая тебе позволяет легко себя раскрутить в России или за рубежом. Что от тебя требуется, это выложить просто качественный кейс и как-то на себя... Кейс – это что такое кейс, чтобы лучше... Это описание своей работы, то есть... Презентация работы, да? Презентация работы, да. То есть, если у тебя никаких связей нет, ты никого не знаешь и так далее, вот тебе есть платформа, она тебе позволяет себя раскрутить. Требуется просто сделать очень качественную работу. И это нелегко на самом деле. Когда я начинал, мне казалось, вроде бы у меня уровень хороший, я делаю там, как написано в книжках, там, не знаю, или еще что-то. И, наверное, люди должны на меня подписываться, и там я буду скоро популярным и так далее. Но только когда ты начинаешь выкладывать, ты понимаешь, что если никому это не нравится, то есть мало лайков, мало подписчиков, то, скорее всего, мне нужно что-то улучшить. Скорее всего, разница между мной и теми, которые в верхних позициях находятся, именно в чем-то в качестве работы, какие-то фишки, которые я сейчас не замечаю, но они все-таки есть. И вот каждый день следить за лучшими работами в плане визуала, опять же. Кстати, хотел добавить, чтобы если даже ты прям супер дизайнер, у тебя очень качественная работа, если ты начал их выкладывать на Behance, у тебя мало подписчиков, то если ты не будешь пользоваться кое-какими хитростями для пополнения подписчиков, то тяжело будет быстро наращивать количество. Но это хитрости такие же, как и в Инстаграме, и в других соцсетях. То есть ты можешь как-то массово подписываться на новых пользователей, чтобы они обратно на тебя подписывались. И Да, уже там когда... я тоже это заметил, какие-то свои фишки. В комментариях очень часто типа благодарят, и, типа подчеркивают какую-то работу, и в то же время типа просят подписаться на них. Да, типа зайдите и оцените мои работы тоже. И мне это кажется, подкупает, я очень часто захожу, типа, дай-ка я посмотрю, что мы там. Кстати, насчет этого уже мемы среди дизайнеров, насчет комментариев в Behance.
please check my portfolio. Я тоже понял, да, примерно понял, что это, ну, может быть, плохой тон все-таки просить подписчиков. Лучше пользоваться другими методами, потому что комментарии, в итоге твои комментарии останутся везде, во всех работах, и ты даже забудешь их удалить и так далее. То есть твой статус, даже если ты вырастешь потом, они там останутся. Легче просто подписываться массово, это уже секрет компании, да. Потом уже, как ты у них не просишь подписаться обратно, ты ничего не просишь, ты просто даешь на себя обратить внимание тем, что вот нотификация появилась, один чувак на тебя подписался. Кстати, затем, если они хотят, да. Да. Лучше подписываться на новичков, которые только что зарегистрировались на Behance. Вот как Урусхан сказал, он зарегистрировался в Behance, он видит, что ему пишут комментарии, и его это подкупает. Подкупает, потому что он недавно на этой платформе, ему, может быть, кажется, что тот человек действительно заинтересовался его работой, его профилем, и хочется зайти и обратно подписаться. Поэтому советую отфильтровать пользователей по дате регистрации и подписываться на новичков. Кстати, это уже следующий уровень, это уже профессионализм. Ну, это не помешает, знаете, я думаю. Ну, по поводу Behance, мне кажется, это одна из таких вещей, где надо себя прокачать. И как этап, если наибольшего, наискорейшего такого пути того, чтобы стать профессиональным дизайнером и где-то как-то о себе заявить, мне кажется, там стоит выработать конкретную стратегию даже в Behance, и каким образом, я думаю, что в YouTube очень будет много материалов по поводу того, что как себя продвигать на этой платформе. Мне тоже интересно это изучить, посмотреть, как можно было бы, пока, конечно, это рано до этого, но все-таки я как-то уже планирую какую-то стратегию. Придерживаться этой стратегии в дальнейшем. Я думаю, Хаваж напишет нам новый скрипт, который позволит массово подписываться на всех и отписываться. Да, Хаваж наш человек, к которому мы обращаемся, чтобы он решил наши проблемы. То есть это вот такой скажем так, мини-мафия у нас, и свой чувак есть, который решает проблемы в плане подписки. Да, продолжи, Тамерлан. В общем, вот эта часть для меня была тоже важна в плане раскрутки своего аккаунта, потому что как-то более-менее я уже вышел на уровень тогда, но не хватало подписчиков, а это уже в свою очередь влияет на то, обращаются к тебе с заказами или нет, потому что люди, которые заказывают, они отфильтровывают по дизайнерам, которые популярны, и те, которые популярны, у которых много подписчиков, они наверху стоят. И, кстати говоря, когда я только зарегистрировался, на меня подписался один чувак, у него была база там из 10-20 тысяч подписчиков, то есть на него подписывались. И я такой в шоке был, думал, вот это успех, то есть на меня подписался такой крутой дизайнер, значит, я уже хорошо развиваюсь и так далее. Потом прошло некоторое время, через несколько месяцев он на меня опять подписывается. Я такой, что-то странно, захожу на его профиль, проверяю, насколько профилей он сам подписался, и вижу там много тысяч тех, на кого он подписался. И в этот момент меня осенило, вот, значит, чем они пользуются для того, чтобы себя раскрутить. В общем, тогда я начал вот эту схему применять, и можно сказать, что это сработало. Расскажи историю про то, как
один новичок на Behance выложил в Твиттере радостное сообщение о том, что на него подписался очень авторитетный дизайнер. Да, я признаюсь, я до сих пор этим иногда пользуюсь, когда нужно, допустим, когда выложил проект и нужно, допустим, временно как-то увеличить количество просмотров, как бы подписываешь на определенное количество людей дополнительно, это тебе еще больше лайков дает, и через некоторое время отписываюсь. Как бы это ни звучало как-то, не знаю, несерьезно, но это реально помогает, и по сути ты не просишь ни у кого ничего, ты просто подписываешься, даешь на себя обратить внимание, и затем, если хочешь, отписываешься, если нет, оставляешь. Но я не люблю, чтобы в ленте у меня были некачественные работы, поэтому я отписываюсь обратно. И этот чувак, он у себя в Твиттере выложил, типа, то же самое, что я тогда в свое время думал, что я достиг успеха. Он в Твиттере выложил, типа, на меня подписался чувак, который жюри на Awards и так далее. Там его начали в комментариях поздравлять. И наивность, как говорится. А я потом, наверное, в один прекрасный день он заметил, что ты обратно отписался. Самое интересное, что он скриншот выложил, где показывается, что я подписался. И прямо надо мной стоит Назир Гетагазов. Получилось так, что мы одновременно, не знаю, случайным образом как-то, да, увеличивали свои эти просмотры. Да. В общем, это помогло, и я начал подниматься на первые строки в Behance, если отфильтровать по России. И сразу же начали поступать заказы хорошие. То есть до этого у меня было так с заработком очень не очень, скажем так, потому что заказы были местные, бюджета было мало, и стабильности вообще никакой не было. И вот тогда вот, когда начали появляться такие более крупные заказы, уже все начало идти по нарастающей. У нас есть еще дизайнер Джибраил, он тоже с нами начинал тогда в офисе. У него я тоже многим вещам научился. Это ты уже говорил. Да, и он тоже вот одновременно с нами поднимался, и у него даже получилось начать работать на зарубежную компанию тогда и хорошо зарабатывать. И как бы он посоветовал меня одному своему знакомому, который уже работал с американцем одним над стартапом. И вот так вот и по знакомству, получается, ну и, соответственно, они на портфолио посмотрели, получилось начать работать на этот стартап. У них главный офис был в Сан-Диего, были офисы в Японии, там еще где-то, и российская команда программистов была. Это был такой самый первый большой кейс у меня, большой проект. На портфолио это хорошо повлияло. Год проработал с ними, и как раз-таки за этот год я смог подтянуться для того, чтобы переехать за рубеж. На тебя выходили через Behance эти компании сами, либо ты отправлял заявки в эти компании? Как этот процесс происходил? Я начал сам отправлять заявки, потому что я понимал, это было еще до того, как я устроился работать в этот стартап, что мне нужно развиваться не так, чтобы там какие-то от заказа к заказу, мне нужно было как-то быстро развиваться. И я начал рассылать портфолио, смотрел разные зарубежные страны, но меня интересовал Дубай больше, потому что
Ну, в общем, здесь удобнее для мусульман в плане работы, ну, в плане пятницы, допустим, молитвы и так далее. Здесь не нужно испытывать какие-то неудобства в этом плане. В общем, у меня получилось так, что никто не ответил, рассылал там, не знаю, все возможные компании, студии нашел в Дубае, никто вообще не ответил. И это был как раз-таки момент, когда я осознал, что мне нужно работать еще сильнее над портфолио, то, что мне кажется уровнем, это на самом деле не является уровнем для компаний. И вот как раз-таки этот стартап мне помог, уровень начал поднимать, и через год заново начал отправлять. И тогда уже отклики начались там и в Европе, и в Дубае, звонки начались. Это было очень большой стресс, потому что я первый раз в жизни начинал разговаривать на английском с кем-то. Это тяжело именно в моральном плане, потому что ты чувствуешь себя каким-то идиотом, когда ты не можешь разъяснить вообще, что ты хочешь сказать, или ты не понимаешь и делаешь вид, что связь плохая там и так далее. Как герой из передачи «Наша Раша» Равшан. Да. А вот именно вот такое ощущение было. Кстати, я слово одно ставлю, прошу прощения, просто мы говорим о том, чтобы начать заниматься дизайном, да, для многих ребят. Мне кажется, всем стоит посоветовать, чтобы они одновременно с изучением дизайна, те, кто не владеет языком, начали изучать и английский язык. Я сам тоже сейчас изучаю английский язык. Ну, мне кажется, это тоже достаточно так, как говоришь, одновременно изучать и иностранный язык. Посоветовать. Да. Это Да, правильно. Да, Тамерлан, продолжай, пожалуйста, прошу прощения. Да, правильно, замечание. На самом деле, чем раньше начать изучать, тем легче потом будет, потому что дальше уже времени мало будет на изучение. В общем, я не знаю, насколько я детально прохожу через эту историю, потому что у нас время, наверное, уже мы много времени сейчас проводим. В общем... У тебя уже начали выходить компании после того, как ты рассылал портфолио, и уже начали тобой интересоваться уже как хорошим дизайнером. Да, вот этот момент был как раз-таки переломным. Компания, в которую я отправил заявку, там летом это было, через несколько месяцев, 2-3 месяца они откликнулись. Так тоже бывает. И начали процесс интервью, мне дали тестовое задание. Им понравилось, как я его сделал. И, в общем, начался процесс оформления документов. Мне сделали оффер. Тогда я, допустим, зарплаты вообще не знал, какие в Дубае. Возможно, я чуть-чуть ниже сказал, чем я мог зарабатывать. Они сразу же согласились с этой зарплатой, и я был тоже очень рад. В принципе, это был большой прорыв. И когда я вот переехал, только, опять же, тяжело было в моральном плане, очень, потому что чужая культура, другой язык, общение с людьми, все было прям по-другому. То есть вышел из зоны комфорта, и вот сама компания, там в основном были европейцы, ну и из других наций, там, это Индии. 1020? Нет, это был Tiger Spike. То есть там культура в основном европейская была. Я их вообще не понимал, их формат общения, скажем так. Мне было тяжело, допустим, когда кто-то
там шутит про что-то, я не понимаю, и мне приходится просто вот так делать, чтобы не выглядеть дураком каким-то. В общем, такие... на самом деле тебе не стоило так делать, да? Да, на самом деле он, допустим, сказал, что он пришел, не знаю, там, с похорон, и я такой, вот так. Или, допустим, он говорит, сколько сейчас времени, а я такой, да, мне тоже нравится, вот этот матч был очень интересным, что-то такое. Ну, в общем, такие вещи, которые немного неудобно бывало. Вот это было самое тяжелое, наверное. Когда ты не понимал, и ты переспрашивал, приходилось еще раз переспрашивать. И в третий раз уже, когда слишком стыдно было, говорить «ага» и уходить. Что-то в этом роде. И меня там не хватило надолго в этой первой компании. Вот с Не каждым поняли. днем... Как? Не поняли твоих шуток, вы не сработались. Да, то есть, кстати, я вот в этой компании в первый раз сделал шутку, и люди засмеялись на английском языке. Для меня это был прорыв. То есть я Да, привык, действительно, очень приятное ощущение. Я сам через это прошел, когда в первый раз ты пошутил, и люди над этой шуткой смеются. Это очень приятное ощущение. да, и самая интересная шутка была очень тупая. То есть, если бы на русском языке кто-то эту шутку сделал, я бы ему сказал, ты что, дебил, что ли? Но у них, Фейспалм. да, у них это прокатывает, то есть намного легче рассмешить кого-то здесь, чем у нас в Ингушетии, где тебя троллят на каждом шагу. В общем, мне написали с другой компании, 1020, в этот момент, когда мне было очень, очень тяжело. И по работе мне было по удобствам, скажем так, тяжело, потому что работа начиналась в 8 часов. Я как-то по незнанию выбрал очень далекое место от работы, и я просто не высыпался. Мне просто физически истощение у меня было. Из-за этого, когда мне написали с 1020, я с радостью начал это рассматривать. Прошел через интервью. И 1020 была более такой, скажем так, креативной компанией. Tiger Spike была чисто заточена на работу с крупными клиентами, и там насчет креатива вообще даже разговора не было. То есть был задан уже стиль. Мы работали над сайтом Emirates, то есть у Emirates настолько все корпоративно, то есть культура настолько корпоративная, что там вообще даже нет какого-то разговора о том, чтобы что-то там интересно сделать. А у меня вот я люблю делать что-то, я люблю исследовать какие-то различные приемы дизайна, применять какие-то экспериментальные вещи, ну, что-то новое, что-то интересное применять. Вот есть разные типы дизайнеров. Некоторые любят просто следовать гайдам. То есть гайд – это то, что уже готово, Сформировалось. выложенные какие-то кнопки, цвета, все выложено, и они просто следуют. А я люблю Рутинная именно... работа. Да, да. Вот там чисто рутинная работа была, и UX там сильный упор был именно на UX. Там не выдержал, то, что мне предлагали, сразу же принял приглашение, соответственно, и зарплата выше была, и я думал, что вот нашел свою компанию, где все будет круто. Действительно, там начал делать намного больше работы, то есть то, что в Tiger Spike там за месяц делали, здесь я делал за неделю. Начал делать какие-то креативные сайты. Мы сделали сайт, который выиграл День дня на Awards. Сайт самой студии. Да? Да, сайт самой студии. Что впоследствии дало мне выйти в список жюри, потому что я как-то
во-первых, портфолио себе наработал, во-вторых, как-то заслужил на этом сайте, ну, как это называется, как контрибьютил, как эта фраза модная. И им это как бы послужило критерием, что они меня рассмотрели в качестве жюри. И на тот момент я был единственным представителем Awards в Эмиратах. Сейчас нас двое. Вот. Но мне там в итоге не нравилось, потому что менеджмент был плохой. Ты имеешь в виду в студии или в Awards? В студии, потому что, ну, в Awards ты не работаешь, ты просто оцениваешь работы чужие. Микроменеджмент был так называемый, если кто-то не знает этот термин, это когда люди, твои менеджеры, они следят за каждым твоим шагом, то есть следят, сколько ты времени проводишь за экраном, там, что ты делаешь, спрашивают через там, несколько часов. То есть это тотальный контроль для меня, как и для свободного горца, скажем так. Вообще для творческих людей это творческий человек и такой контроль это вообще Несовместимые вещи, да? несовместимые вещи, да. Да, это, то есть не та сфера, где ты можешь долго находиться. И, ну и в принципе там я заметил, что уровень наших сайтов максимум это было что-то там, какой-то 5-страничный, 10-страничный сайт, в котором нет такого профессионального подхода, который был в Tigerspike. И мне этого не хватало, именно вот именно баланс между креативностью и профессионализмом, решением конкретных задач. Там не было решения достаточно правильного. Да, мы делали там сайты для каких-то крупных заказчиков в Дубае тоже, но они ограничивались просто визуалом. Поэтому мне хотелось опять продолжать развиваться. Ушел оттуда просто через 1,5 года. Сам попытался как-то фрилансом заняться там на месте. Сотрудничал с какой-то студией, которая мне подкидывала заказы. В общем, так полгода провел в таком режиме, и очень нестабильно было для Дубая. Это нужно много времени провести, чтобы нарастить себе базу этих заказчиков. И, в принципе, к концу этого периода я начал получать более-менее какие-то заказы, но все равно этого не хватало. Я как-то был разочарован в студиях. Мне начали писать разные студии с предложениями. Я их даже не рассматривал. Но одна студия заинтересовала, вот Accenture, потому что я ее знал хорошо. И их как бы директор студии мне написал. Я решил посмотреть, что там вообще. Это даже, наверное, больше не студия, а такая большая консалтинговая компания, в которой есть много направлений различных, международные компании. Да, мне кажется, тоже именно работа в такой компании для Тамерлана это наилучший путь развития, потому что действительно это консалтинговая компания, всемирно известная, и там просто даже мне кажется, да, Тамерлан очень правильно сделал, что в такую компанию устроился, потому что студия, где занимается исключительным дизайном, ну, мне кажется, все-таки путь дизайнера, он как бы действительно завязан на бизнесе, так или иначе. И работа в такой компании, мне кажется, намного больше увеличит его качество как не просто как дизайнера, а вообще в дальнейшем может быть управление даже продуктом может Тамерлан освоить, если ему будет это интересно. И работать в такой компании, мне кажется, ему даст такие возможности, то есть именно в этом. Да. И это очень правильно, это очень хорошо.
В принципе, когда я вот шел на это интервью, я был скептически настроен. Не думал, что я вообще туда пойду. Но этот директор по дизайну, он настолько произвел впечатление именно по отношению к Accenture, хорошее впечатление, что когда я уже выходил оттуда, я понимал, что я здесь должен работать. Был момент того, что, допустим, у меня свои определенные скиллы есть, которые я хотел применить в максимальном виде. То есть в 1020, допустим, не мог применить, и в Tiger Spike тоже. У них такой подход был, что они смотрят, что ты умеешь, и подстраивают задачу именно под тебя. То есть ставят тебя именно туда, где ты лучше подходишь. И у них проектов много, соответственно, у них бывают, допустим, так называемые питчи, где ты конкурсный какой-то дизайн делаешь и выигрываешь там у какого-то большого клиента проект. В таких проектах мое применение очень сильно себя зарекомендовало в Accenture, потому что, опять же, вот наши ребята у нас в Ингушетии из интернета дизайнеры, в основном они более такие визуалы, которые умеют правильно как бы преподать вот этот визуальный язык. Этого не хватает в Дубае у многих дизайнеров. В Дубае больше под бизнес заточенные люди. И именно это направление, как бы этим самым я смог себя выделить в Accenture. Но и в то же время я очень хотел развить себя в плане работы над большим продуктом, с большими клиентами, как организовать работу с командой дизайнеров, где у тебя есть библиотека элементов, где у тебя есть свои правила, как правильно презентовать работу клиенту и вообще историю, как бы storytelling презентации работы, это вообще отдельная тема, которую я только в Accenture научился делать. В общем, для меня здесь в Accenture это первый раз, когда я могу сказать, что я доволен компанией и работой. Вот все это время до этого я думал, как бы улучшить, как бы что-то другое найти. Но здесь вот баланс такой нашел. В общем, очень короткая получилась история, но продлилась. Ну, да, очень, ну, я думаю, это будет очень полезно новичкам услышать эту историю, потому что это хороший пример, который показывает, что на самом деле это не так сложно, как кажется. Он разложил все свои этапы, и, по сути, каждый этап, весь его путь, он состоит из таких простых этапов, которые доступны для любого человека. То есть любой может пройти этот путь, любой может даже пройти путь и добиться еще большего. Поэтому... Да, это очень было увлекательно, на самом деле, слушать историю Тамерлана. Я думаю, что Тамерлан может еще дальше пойти. Но у меня такая идея возникла по ходу дела. Может быть, действительно как-то описывать, там, допустим, у нас среди, наверное, есть не только я, еще, может быть, ребята, которые начинают учиться дизайну. Как-то, может быть, в каком-то режиме освещать, как они двигаются, и на каждом этапе как-то презентовать их результаты и, я не знаю, может быть, какую-то цель поставить на какой-то определенный срок и впоследствии показать как пример другим, каким образом можно кратчайшим путем там, каких-то результатов достичь. Может, не обязательно в дизайне, может быть, это программирование, какие-то другие сферы, ну, что-то в этом роде.
Да, это хорошая идея, Урсан. Надо будет нам сесть и подумать над форматом, над тем, как это все делать. Но на самом деле, действительно, можно несколько таких человек выделить и освещать именно поэтапно, как идет вообще прогресс этих людей. Да, просто мне Я кажется, могу... это не позволит расслабиться, скажем так, тому, кто туда как-то вошел, это как будто ты проходишь как некий университет, что ли, и тебе не дают расслабиться, ты должен, может быть, на этом пути отчеты какие-то делать, там, не знаю, задания, какие-то кейсы, и там, может быть, такой проходить путь о том, что там до получения первого заказа, скажем так. Вот. Очень интересно будет освещать такие вещи, что человек начал и через какое-то время получил первый коммерческий заказ, грубо говоря. Что-то в этом роде. Мне кажется, и для тех, которые следят за этим блогом, это будет лучшим вдохновением, потому что они могут себя сравнить с этим лучше, чем с тем, который там 7 лет там работает. Да. Это действительно очень хорошая идея. Но я думаю, уже прошло достаточно много времени, уже зрители, наверное, устали. Я думаю, пора уже завершать нашу трансляцию. Если вам есть что-то еще добавить, пожалуйста, если нет, тогда я уже попрощаюсь со зрителями. Да, если есть какие-то вопросы, можем ответить. Представь, сейчас такие... Мне кажется, зрители устали, смотрим, никого нет. Мы про Все COVID уже спят. поговорили, да, получается? Мы решили, Урсхан, вообще сделать, ну, мы сегодня решили просто про дизайн поговорить, а сделать уже отдельно формат, как мы сегодня обсуждали, дизайн и кофе, или, может быть, дизайн за чашкой кофе и так далее, и обсуждать какие-то новости из мира дизайна и иногда говорить о кофе. В общем... Говорит, было бы круто иногда все встречаться. В принципе, если ты имеешь в виду офлайн встречи, то они вот все в основном дома находятся в Ингушетии. Если насчет онлайн, тоже хорошая идея. Я тоже готов встречаться в онлайн. И такое можно общее общение сделать, где люди подключаются. Тоже хорошая идея. Да. Хорошо, тогда, я думаю, уже давайте закончим. Делрясхал, Шан, что согласились поучаствовать в этой беседе. Делрясхал Урасхан, что приехал в офис. Делрясхал всем, кто слушал, и тем, кто до конца нас дослушал. Есть такие герои. Да. В общем, Аллах рясхал масняна. Давайте тогда. Ассаламу алейкум. Аллах рясхал. Ассаламу алейкум.